Первый день войны бомбежка при разгрузке. Вагоны летят один вправо, один влево, а мы все по сторонам там. Вот это первый день войны был, когда нас привезли туда. Очень жуткая картина была, много очень было жертв. Молодые ребята, очень жалко было. Не видели, не успели даже не пострелять, не посмотреть ничего. Еще 17-18 лет мальчишкам было. Большая трагедия была. Ну, потом потихонечку как-то начали привыкать к фронтовым дням. Самое главное, что у нас в окружении очень было людей, которые прошли с первых дней войны, сибиряки были. Они так за нами смотрели там, как за своими детьми. В то время мы еще не знали свист мин, гул артиллерийской канонады. А они все это уже знали. Там в Сибири большинство людей таких были, охотники, людей, которые выросли в суровых условиях жизни. И они нас просто спасали. Были такие случаи, что просто собьет тебя с ног и сверху ляжет на тебя. Без страха разве человек есть? Нормальный человек, он определенно зависим от этого чувства. Первое время, когда было, что там скрывать, мальчишки по 17 лет под бомбежками «мама» кричали. Это вот ни с того, вот так собрать тебя от семьи, и вдруг на фронте ты. Конечно, боялись, страшно было, но однако никто не отступал, и назад дороги ни у кого не было, и даже не думал никто об этом. Девочки по 18, по 19 лет ползком ползли по полкилометра, и потом на себе тащили раненых. Это неописуемые вещи были. Сейчас просто самому даже не верится, что вот девчонки со школы способны на такие подвиги. В то время цена жизни совершенно другой была. Все было поставлено на победу, на освобождение родной земли. С госпиталей собирали маршевые роты такие, формировали воинские части, танкисты, шофера, специализированные роды войск, грузили в теплушки. Это тоже была страшная вещь. Печатали, закрывали вагоны и писали пшеница или хлеб. Секретная переброска, все закрыто. Жара страшная, это ужас, что было. Наверху в теплушке крышу рубили и туда опускали воду, хлеб там или еще что-нибудь. И вот туда месяц везли. Я приехал когда туда на 76-й разъезд и хотел только с теплушек выпустили. И думаю, домой телеграмму дам, что я еще жив. Они думают, что я еще там на Западе. Будочка там небольшая, телеграфная, почта там маленькая. Я говорю, можно телеграмму дать? Он говорит, пожалуйста. Как ваш адрес? Я не мог вспомнить свой адрес. Мальчишка, 18 лет, вырубился от этого. С этих вагонов выносили просто нас. Потом Плиев построил всех и, выполняя союзнический долг перед Америкой и Англией, нам надо разбить Квантунскую армию. Вперед, ребята! Форсирование, когда Вислы, переходили Вислу. И там средств переправы было очень мало. Понтонные мосты наводили, их бомбили. Приходилось по 3-4 раза на ширине реки тонуть. Только в шлюпку, там, в лодку куда-то сел
рядом бомба разорвалась, перевернула, разбила, там тебя цепляют на другую. Только залез, ну, слава Богу, это опять. И вот эта переправа до сих пор еще снится по ночам мне. И еще что запомнилось, это уже в Японии. Я был в механизированном корпусе у Плеева. И мы когда перешли Хинган, малый Хинган, большой Хинган, и там наверху был отряд самураев. Это элитные войска было, правда, их очень мало было, там человек 150, горно-егерские войска были. Они никогда ни в плен не сдаются, не отступают, ничего. В последнюю минуту они харакири себе делают и все. Это просто очень жестокие люди были. И вот когда мы туда поднялись впервые, ни одного выстрела не было. У нас в то время до того сильная техника была. И когда начали переводчики спрашивать у них, почему вы не оказали сопротивления? Они говорят, вас Бог войны, говорит, перенес, там олени, говорит, не ходят, говорит, где у вас 34-ки, говорит, танки, говорит, зашли. И все сдались. Это вообще такой уникальный случай во время войны было, чтобы такое элитное соединение японское, все как один на коленях были. День Победы – это, по-моему, не мой, а всех фронтовиков. Это самый трепетный, самый запоминающийся и радостный, и трагический день. Это никакие праздники, ни Новые годы, ни дни рождения. Для меня лично они второстепенны все. Первое для меня – это 9 мая. Я сразу вернулся сюда, сразу работать начал, и работа все дурные мысли отгоняет. Работали, потом женился, потом дети пошли. И так включились в мирную жизнь потихоньку. Я сохранил работоспособность и силу духа еще только благодаря моей супруге. Золотая женщина была, царство ей небесное. 50 лет она за мной ухаживала, как за ребенком. Такой женщины вообще редко увидишь. А нашим школьникам, малышам, всем желаю мирного неба, счастья, постижения наук, любить всегда родину свою и свою семью, и быть всегда патриотом своей родины до конца своей жизни, до последнего капли крови. Это завещание фронтовиков. Мы так жили и так хотим, чтобы жила наша молодежь.